Вот если не секрет, сколько получает вообще шеф-повар? Ну, я думаю, от $1500. Вы непосредственно также занимались разработкой вообще, вот ресторан открывается, да, и вы занимаетесь полностью разработкой меню, набираете людей. Вот расскажите про вот эту часть работы. Анализируем все, садимся, подготавливаем меню на бумаге, просчитываем цены, калькуляции, все составляем. Потом набираем команду, проводим обучение и запускаем уже меню в полный оборот. Вот судя по вашему анализу, так как вы давно в этом бизнесе, да, вот в ресторанном, много ли у нас этих заведений? Очень много заведений, конкуренция очень большая. Ну, как показывает практика, все имеет место быть, все работают, все зарабатывают. Ну, в первую очередь, я скажу со своей стороны, что в первую очередь очень много людей работают. То есть один человек, который открыл ресторан, он может содержать около 50-60 семей, платить им зарплату. И люди на это живут. Когда, допустим, суббота, воскресенье, пятница, у нас свадьбы, различные мероприятия, да? Ну, повар это Как вы такая находите профессия. время отдыха для себя? Ну вот единственный, да, как бы можно сказать, минус профессии повара, это вот то, что когда у всех людей праздники, ты на работе. У тебя нету Новый год, у тебя нету 8 марта, то есть все наши праздники, которые мы отмечаем, мы постоянно проводим на работе. А вот сейчас вот в Кыргызстане много ли учебных заведений, где ты можешь как раз-таки научиться всем этим навыкам? Вообще у нас по стране сейчас как бы именно эта профессия, она сейчас востребована, потому что в связи с тем, что открываются заведения постоянно и повара нужны постоянно. Заведений очень много учебных, но заведения учебные, они дают теорию. А вот вы, опять же, состоите в ассоциации, да, шеф-поваров. Да. И вот скажите, пожалуйста, чем она занимается? Ну, мы вот занимаемся непосредственно вот этими же делами. Мы принимаем экзамены у студентов. То есть от Когда ваших, как говорится, рук они уже уходят в свои, так сказать, в свою свое дорогу, дальнее в плавание, свое да. дальнее плавание, да, где они как раз-таки себя проявляют уже как профессионалы, Да. да? Студенты как можно больше узнавали, чтобы студенты получали качественное образование. И поэтому, когда мы принимаем у них экзамены, либо какие-то конкурсы проводятся в училищах или в техникумах, ну, мы стараемся дать им то, что знаем.